Иногда про людей говорят, что, мол, вот она или он очень умная, что, мол, она с профессорским образованием и достиг огромнейших высот в своей карьере и так далее и тому подобное. Я же чем больше живу, тем больше убеждаюсь, что высокое образование не всегда бывает показателем ума и мудрости, и что даже с образованием профессора иногда в жизни можно допустить такие ошибки, таких дров наломать, какие, возможно, некоторые разумные люди, но с двухклассным образованием никогда бы, наверное, не совершили. Вы хотите возразить? Прежде чем возразить, пожалуйста, послушайте историю, которую я вам сейчас расскажу. Здравствуйте, с вами Эльвира из Америки. Жаб топор или же погалам елташлактын дандане Эльвира Америкагач. Чем больше я углублялась в эту историю, тем больше вспоминала слова из песни, которую когда-то пела Алла Борисовна Пугачева. А я в любовь, как в омут, бросаюсь с головой, потому что именно любовь погубила ее семейную жизнь и также ее головокружительную карьеру астронавта НАСА. Да-да, я решила вспомнить Лизу Новак. И возможность спустить наших некоторых женщин с небес на землю, которые иногда ради любви готовы на самые сумасшедшие, необдуманные шаги. И история Лизы как раз тот, где она свою умную голову ради любви опустила в омут. Чтобы стать астронавтом, действительно нужно иметь блестящий ум, стремление, работоспособность, образование, умение, терпение и еще очень многое другое. И шла она к своей заветной цели долгие годы учебы. Сначала в школе, потом была морская академия США на аэрокосмическом факультете, затем в академии на титул магистра. Она изучала теорию, и вместе с теорией она свыше 1300 часов провела в воздухе за штурвалами 30 самых разных летательных аппаратов. После окончания магистратуры будущая астронавтка отправляется в летную школу пилотов в Пенсаколе. Это находится у нас в западной части Флориды. В этой летной школе пилотов в Пенсаколе она продолжила летную практику. Здесь Лиза Капуто, а на тот момент все еще она была Капуто, получила свое первое офицерское звание военно-морских сил Соединенных Штатов Америки. Говоря о Пенсаколе, именно здесь она встретила своего мужа, летчика Ричарда Новака. И занимавшейся своей карьерой, Лиза не спешила с рождением детей, ибо, как вы знаете, дети занимают значительное время. Среди 2500 кандидатов в отряд астронавтов Лиза оказывается в числе тех 44 выбранных счастливчиков. Но делая головокружительную карьеру астронавта, она, тогда приближавшаяся к своим 40 годам, все равно рожает сначала сына, а потом девочек-близняшек. Ее старания, труды не прошли даром, ибо именно в это время Лизу руководство НАСА после собеседования включили в состав экипажа шаттл STS-118. Она оставляет детей на мужа Ричарда и начинает подготовку к полету. Во время подготовки к полету она знакомится с тренером-наставником, которого звали Уильям Аффилейн, с которым она в этот омут любви и бросилась, забыв при этом, что она оставила дома мужа Ричарда с 3 детьми, который дал ей возможность заниматься карьерой. Как мы иногда все быстро забываем и не ценим многое. Не буду описывать до мелочей об их любовных похождениях, ибо эти похождения обоих налево от своих семей не помешало Лизе все равно осуществить ее мечту. Именно 4 июля 2006 года сбылась ее детская мечта. Она провела 12 дней на МКС и вернулась на штатную площадку шаттлов мыс Канаверал во Флориде. Кстати говоря, хочу дополнить, что жена Уильяма Аффилейна, узнав, что муж не верен ей, разошлась с ним,
Но Лиза же, готовившаяся к полету, не спешила с разводом. Возможно, она не хотела это делать из-за будущих полетов и, конечно же, из-за детей. После полета, вернувшись на Землю, Лиза узнает, что пока она была там в полете, Уильям Афилейн на Земле был занят земной любовью с Колин Шипман. Кстати говоря, о Колин, она также была кандидатом в астронавты вместе с Лизой, но была исключена, ибо не смогла пройти отбор. Узнав и поняв, что блондинка Колин увела Уильяма, Лиза совершает тот поступок, который впоследствии разрушит всю ее головокружительную карьеру астронавта НАСА. Так что же она сделала? Узнав, что Колин прилетает ночью во Флориде, Лиза едет на встречу с ней, но, похоже, не на простую встречу, чтобы так, как говорится, поговорить чисто по-женски, по душам, за чашкой чая или же кофе. А серьезно, ибо с собой она берет нож, пневматический пистолет, перцовый пластырь, огромные мусорные пакеты, резиновый жгут, перчатки и большую сумму наличных денег. Также она взяла с собой парик и запасной плащ, что она готовила с такими вещами, убийство или же похищение. Тяжело ответить, но именно это ей потом вменяет суд. Больше всего меня удивило, что в эту поездку, кроме бутербродов, воды в машине, Лиза одела на себя памперсы для астронавтов. И сделала она это не просто так, а специально, чтобы эти памперсы помогли ей тогда проехать без остановки почти 1500 километров от Хьюстона, штат Техас, до аэропорта Орландо, штат Флорида. Это прилично далеко. В итоге, встретив Колин на парковке аэропорта Орландо, Лиза успела распылить Колин перцовым газом. В итоге Колин все равно смогла уехать и вызвать полицию. Лиза была задержана. 6 февраля суд Флориды выпустил ее из-под стражи под залог в $25 тысяч. При этом обвинили ее в попытке похищения с применением силы. А уже 8 марта НАСА расторгла с ней контракт. Этот случай был первый, когда против действующего астронавта было выдвинуто уголовное обвинение. Потом какое-то время она отчислилась на службе в ВМС США, но в 2011 году ее уволили с понижением воинского звания. Говоря про Афилейна и Колин Шипмана, НАСА также расторгли контракты после всей этой истории, ибо все трое они нарушили кодекс работы в НАСА. Анализируя все произошедшее, хочу сказать, что будь она, Лиза, простым человеком, а не известным астронавтом НАСА, наверняка ей бы пришлось держать ответ за содеянное куда строже, но падение ее блистательной карьеры астронавта был настолько быстрым, ежели ее взлет. Вот так, иногда, когда наши чувства бегут впереди нашей головы, приходится отвечать потом очень многим в жизни, и уже невозможно что-то поправить. И стоит ли бросаться в омут с головой, где твоя любовь, не стоит таких жертв, и итог всего произошедшего, что сегодня она осталась одна, потеряв очень многое в этой жизни, семью и карьеру. Но легко говорить, обсуждать, легко советы давать, а вот понять и принять куда сложнее. Про эту историю был снят фильм под названием «Люси в небесах», где Лизу сыграла Натали Портман. К сожалению, фильм не получил признания. Наверное, случай с Лизой нам урок женщинам, которые иногда очень глупо начинают бросаться из стороны в сторону. Я вот сейчас рожу ему, и мы заживем. Нет. Тот, который изменяет, он изменял и будет изменять. И неважно, с профессорским ты образованием или со средним специальным образованием, останешься у разбитого корыта. Умение думать, дружба с собственной головой очень важна в нашей жизни для того, чтобы быть счастливой. В конце своего видео хочу вспомнить слова своей мамы,
которая при жизни иногда нас, своих детей, ругала. Она говорила: зачем учиться и, выучившись, не быть способным использовать эти свои знания в жизни, чтобы потом быть образованными дураками? Молан кюлештанар тунемаш, давара тунемам илашеште кучил мошта дамалияш. Икманаш тунемше уштамалияш. Те, которые следите, знаете, что я была счастлива встретить коллег Лизы Новак, других астронавтов, аж 2 раза. Посмотрите это видео, вот ссылка. Между прочим, тогда я заикнулась им об этом, но видя их глаза, я поняла, что у них абсолютно нет желания обсуждать это, и мы перевели тему. Да. Спасибо за просмотр моего видео. Не забудьте обязательно поставить лайк, распространите, пожалуйста, мое видео и подпишитесь на мой YouTube канал, кто еще не подписался. И будьте здоровы и счастливы. С вами была Эльвира из Америки. Кугутау, моен видео мончумаланда, кугу парня палам тем далаш и дамонда. Видеом шараза, моим YouTube каналышкем вазалса кеша вазалтан оголган. И тажада пела англиза. Тынданден лин Эльвира Америка гыч.